Здравствуйте, друзья! Мария Пантелич, живой сербский. И самые ужасные предлоги, которые мучают всех русскоговорящих, кроз и преко, через. Но есть разница, но перед этим я отвечу на ваш немой вопрос, как будет через 2 дня. За 2 дана. Не кросс, не преко. Говорите просто за 2 дана, за 2 сата, через 2 часа. В чем разница? Кросс это сквозь, реко это вот так. Например, бос иде kroz туннел, бус иде преко туннела. Обратите внимание, разные падежи. После кросс идет аккузатив, после преко идет генитив. Поэтому будут разные окончания. В моей молодости был популярен очень такой маг и чародей Дэвид Копперфильд. Так вот, он прошел через китайскую стену, он прошел сквозь кросс-зид, а ребята соседские перепрыгнули к бабушке, чтобы поесть клубничку, преко-зида. То есть вот так. Не кросс, а преко. Интересное выражение, когда мы говорим «смотреть в окно», сербы говорят «гледам крос прозор». Я смотрю в окно, как будто бы сквозь окно. И есть одна ситуация, когда абсолютно неважно, говорите вы кросс или преко, будет микронюанс разницы, но смысл остается таким же. Когда вы говорите про транзит, например, вы едете в Сербию на машине через Венгрию, вы можете сказать «идем преко Маđarske», а можете сказать «идем кроз Маđarsku». Смысл не меняется. В любом случае вы въезжаете в Венгрию, выезжаете из Венгрии. То же самое, когда вы едете на такси по городу, вы можете сказать таксисту, чтобы он поехал по одной улице или по другой. Вы можете и преко, и кросс. Например, идемо преко улице Максима Горкog или идемо кросс улицу Максима Горког. То есть смысл в том, что вы поедете по этой дороге, что вы попадете на эту улицу Максима Горького, вы в нее въедете, проедете, выйдете туда, куда вам надо. Так что, друзья, если вам было полезно, еще раз пересмотрите, законспектируйте. Мне сердечко. До скорой полезной встречи.